время рассказать о последних событиях. В студии Мухаммед Зикиреев. Здравствуйте. Прямо сейчас о главном. Встреча на высшем уровне. Президент России провел совещание с членами правительства. Инфраструктурные достижения и межнациональное согласие. В Крыму подвели итоги за прошедшие 5 лет. Стартовали. В Крыму начали досрочно сдавать ЕГЭ. В память о войне сотрудники Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия нашли родственников Худуса Минзаде. 168 лет со дня рождения Исмаила Гаспринского. В Крыму начались памятные мероприятия. Президент России провел совещание с членами правительства, в ходе которого глава государства обратил отдельное внимание на вопросы развития Республики Крым. Предыдущие 5 лет немало было сделано для того, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в правовое, экономическое, социальное пространство России. Много внимания и средств мы уделили, средств выделили на инфраструктурные проекты, на транспорт, и работа масштабная продолжается еще. Вот совсем недавно в ходе этих праздничных мероприятий были введены 2 электростанции, мощные, общей мощностью 940 мегаватт, как вы знаете, и это 90% текущего энергопотребления. А вообще возможности в области энергетики увеличились в 2 раза. Практически в 2 раза. И это много, это позволяет не только покрыть все, в том числе и растущие потребности Крыма и Севастополя, но и при необходимости даже поставлять электроэнергию в другие регионы Российской Федерации. В совещании принял участие глава Крыма. Сергей Аксенов подчеркнул, за 5 лет после возвращения на историческую родину Крым совершил рывок, при этом существуют и определенные недоработки, однако большинство из них находятся в стадии реализации. Основой успешного социально-экономического развития Республики Крым, я уверен, является мир и межнациональное согласие в республике, которое в первую очередь было достигнуто после вашего указа о реабилитации тех лиц, которые были депортированы из республики по национальному признаку. И на сегодняшний день вот по всем социологическим опросам уровень межнациональных отношений Республики Крым характеризуется как положительным более 90% граждан. Свобода слова и СМИ, современные вызовы и угрозы. В рамках данного направления состоялась конференция в Швейцарии. В мероприятии приняла участие крымская делегация, а также представители дипломатического корпуса в Женеве, представители международных организаций, российские иностранные СМИ, представители швейцарских медиакругов, а также местное экспертное сообщество. Генеральный директор телеканала «Милет» Эрвин Мусаев планировал принять участие в данной конференции лично, но из-за ограничений, связанных с визовым режимом, не смог. Однако Министерство иностранных дел России организовало конференцию «Связь» из Москвы. Эрвин Мусаев в своем докладе рассказал о достижениях Крыма за прошедшие 5 лет, а также о основных инфраструктурных объектах. Было отмечено, что с возвращением в Россию крымчанам стали доступны современные и высококачественные услуги. Одним из первых указов президента России Владимира Владимировича Путина стал указ о реабилитации крымско-татарского, армянского, немецкого, греческого и других народов Крыма. Принята Конституция Республики Крым, законодательно закрепляющая на полуострове 3 государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Во многих местах компактного проживания крымских татар впервые за многие годы появились свет, газ, вода, дороги, детские садики, школы, больницы. Сегодня нам, крымчанам, есть чем гордиться. По Крымскому мосту налажено сообщение с материком. Аэропорты ежедневно принимают пассажиров. Строительство Тавриды вышло на завершающий этап. В городах и селах идут работы по благоустройству. Но главное, мы можем гордиться собой. Ведь за такой небольшой период времени мы приложили массу усилий, чтобы сделать свою жизнь лучше. Также Эрвин Мусаев рассказал об успешной работе телеканала и радио «Ватан Седасы», о значительном прогрессе в развитии информационной инфраструктуры и технологий в современном Крыму. Кроме того, он показал участникам конференции Конституцию Крыма на 3 языках и альбом «Крымская весна» на английском языке и попросил МИД Российской Федерации передать Конституцию и альбом в Женеву. Правда о Крыме должна быть перед глазами у международного сообщества.
С теми, кто не соблюдает договоренности, сотрудничества не будет. Администрация Симферополя может в одностороннем порядке расторгнуть договор о осуществлении пассажирских перевозок с частными компаниями, которые не вышли на маршруты 16 и 18 марта. В эти праздничные дни проезд в общественном транспорте был бесплатным, но в целом, по оценкам главы администрации Симферополя, муниципальный перевозчик справился с работой в праздничные дни. Расторжение контракта. То есть это актируется, и мы понимаем, как это будет дальше. Но мы сегодня идем очень уверенно с Горавтотрансом. И очень надеюсь, что до конца 2019 года та проблема, которая у нас есть с транспортом, она из Симферополя уйдет вот в том масштабе, в котором она есть сегодня, и будет работать городское предприятие. Строительство культовых сооружений, новые средства массовой информации, реабилитация репрессированных граждан. В Крыму подвели итоги за прошедшие 5 лет на межнациональном и на межконфессиональном уровне. Председатель Госкомнадза отметил, с 2014 года в рамках федеральной целевой программы было выделено более 10 миллионов рублей на возведение соответствующих объектов. Это как и площадные, это строительство многоквартирных домов, дошкольных образовательных учреждений и школьных. Также реализуются инфраструктурные, это линейные объекты, так называемые ресурсоснабжающих организаций, то есть это газ, свет, вода и дороги. Одной из главных строек является Центр полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете. Проект был утвержден еще в 2000 году, но само строительство объекта началось через 16 лет уже в российском Крыму. Проезжая сегодня по Севастопольской, вы уже замечаете этот корпус. 14-этажный корпус, очень оригинальный. Он сверху будет сделан полностью из стекла. Последний этаж. Такого проекта в Крыму нету. Но дело в том, что это только первая часть проекта, который состоит из 3 частей. Там должна быть еще библиотека, совершенно современная, оригинальная. Значит, спортивный комплекс, отвечающий современным мировым стандартам. Также Ялтинскую объездную украшает долгожданная соборная мечеть. Сейчас строители работают над фасадом. Скоро приступят к внутренней отделке здания. Внутреннее убранство будет оформлено с учетом традиций национальных крымско-татарских. Будут использованы соответствующие наши крымско-татарские орнаменты. Естественно, этот объект станет одной из визитных карточек нашей республики. Подытожили свою работу и в Министерстве внутренней политики, информации и связи. За это время на территории Крыма открылись новые телеканалы, радиостанции, было приобретено современное оборудование. В прошлом году была закончена работа вместе с РТРС, непосредственно нашим министерством, по строительству вышек телевещания, цифрового телевещания. То есть охватом цифрового телевидения уже охвачено более 95% крымчан. Это 3 мультиплекса, это 27 бесплатных каналов. В завершении Сергей Зырянов вручил участникам конференции сувениры с символикой крымской весны. Без телефонов и гаджетов, только ручка и паспорт. В Крыму начали досрочно сдавать единый государственный экзамен. Сколько человек примут участие в тестировании, о количестве пунктов и условиях экзаменах расскажет Айша Шулакова. Проходите в алфавитных списках, смотрите, пожалуйста. Доброе утро. На входе в школу досмотр не хуже, чем в аэропорту. Показать паспорт, сдать вещи, пройти через рамку металлодетектора. С собой только гелевая ручка, документы и вода. О телефоне речи быть не может. Гаджеты и другие средства связи запрещены. Никаких программных калькуляторов, только самый обычный. Совсем скоро в этой аудитории начнется сдача экзамена. Здесь соберутся выпускники прошлых лет со всего Крыма. Они будут рассажены в шахматном порядке, а за всем процессом ведется видеонаблюдение. Для сдачи досрочного ЕГЭ в Крыму открыли 3 пункта. 2 в столице и 1 в Симферопольском районе. Сегодня тесты по географии и литературе. Больше всего участников досрочный период будет сдавать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и обществознанию. На досрочный этап подали у нас 622 человека на участие в ЕГЭ.
Из них 609 – это выпускники прошлых лет, они будут сдавать в форме единого государственного экзамена. И 13 человек у нас сдают в форме государственного выпускного экзамена. За ходом экзамена, как и в прошлом году, следят в режиме онлайн. Помимо камер за происходящим наблюдают и люди. Акимы. Бланки с заданиями будут распечатываться сразу в аудиториях в присутствии участников. Есть небольшое волнение, но все же я готовился, поэтому я уверен в себе. Линара Мустафаева приехала из Алушты, сдает литературу. Планирует поступать в университет культуры на хореографа. Нравятся танцы, всю жизнь занимаюсь. Вот решила как-то реализоваться в этой сфере. Виктория Синюкова уже учится на психолога, правда заочно. На ЕГЭ приехала из Украины. Планирует переехать в Крым и здесь учиться на журналиста. Захотелось проверить свои силы, знания. Вот и для поступления результаты придут раньше, чем обычный период ЕГЭ. Досрочное тестирование продлится до 10 апреля, а основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. Всего в нем примут участие около 10 тысяч крымчан. Для этого будет работать 60 пунктов. Результаты экзамена будут известны уже через 2 недели. Их можно будет узнать на сайте ЕГЭ в личном кабинете, либо по месту регистрации участников. Айша Шулакова, Ильдар Заитов, телеканал «Миллет». Спустя 70 лет поисковая группа установила имена летчиков, судна которых были сбиты немецкими войсками в Москве во время Отечественной войны. Среди них оказался наш земляк Худус Мензаде, ранее проживающий в поселке Гвардейское Симферопольского района. Работникам Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия удалось найти родственников героя. С ними встретились и наши корреспонденты. Когда упал самолет, оставшиеся документы Худуса забрал один немец. Война давно позади, а раны все еще кровоточат. Перед глазами семьи Османовых до сих пор события этих страшных дней. Родная племянница погибшего летчика Умия Османова рассказала свою семейную историю. Я видела его лишь на фотографии. Мне было чуть больше месяца, когда он приехал к нам. Мне рассказали, что мой дядя держал меня на руках. Пробыл он совсем недолго. Через некоторое время от него пришло письмо, в котором он просит бабушку приехать к моей маме. Смутное время было. В конверте была и его фотография. Будучи маленькой девочкой, Умия Ханым часто видела, как бабушка плачет над фотографией своего сына. Хранила она ее в Коране. Вскоре семью депортировали на Урал, а оттуда их забрал отец Умие. Все они вместе переехали в Узбекистан к родной сестре летчика. Фотография там и осталась внутри Корана. Осталось и письмо. Показали это все тете. Плакали вместе. Потом прочитали дуа за упокой и почтили память. Дальний родственник Феми тоже был летчиком. Он предложил семье отнести письмо и фотографию Худуза Мензаде в военкомат. Он сказал, что все уточнит в военкомате, узнает, где и что с ним случилось. Пообещал, что найдет его. Говорят, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. До сих пор неизвестна точная причина смерти летчика. По предварительным данным, на борту самолета в этот день было 2 солдат. Вторым оказался штурман Иван Брызгачев, попавший в плен к немцам после крушения самолета. С парашюта спрыгнули 2, в плен попал 1, а судьба 2, предположительно, он, как командир экипажа, оказал сопротивление и был застрелен на месте. Но окончательная точка будет поставлена как раз-таки в канун праздников 9 мая, потому что на встречу, на место падения этого самолета приедет племянница другого летчика, которая, естественно, слышала от своего дяди рассказы об этом ключевом моменте их жизни. 9 мая нынешнего года на месте падения самолета будет установлен памятник советским летчикам, совершившим подвиг 25 ноября 1941 года. Севиля Миметова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». 168 лет со дня рождения легендарного просветителя, политического деятеля и интеллектуала Исмаила Гаспринского. В Бахчисарае приурочили ряд мероприятий. На месте побывала и наш корреспондент Севиля Миметова. Деятельность Исмаила Гаспринского богата и разнообразна. Он был основоположником крымско-татарской прессы во всем тюркском мире. Личность просветителя известна далеко и за пределами Крыма. 25 марта исполнится 168 лет со дня рождения поэта. В Бахчисарае местные жители во главе с администрацией возложили цветы реформатору. Очень важно, что история значимых, великих людей, не только города Бахчисарая, но и всего Крыма, запечатлена не только в памятнике, но и в сердцах, в душе очень многих бахчисарайцев. И сегодня мы традиционно собираемся в этом месте, чтобы
почтить значимого человека, показать примеры будущему поколению. После школьники отправились в дом-музей Исмаила Гаспринского. Ребятам прочитали лекцию о деятельности и жизненном пути выдающегося просветителя. В этом году исполняется 135 лет с момента основания первой новометодной, образцовой новометодной школы Крыма, которая была открыта Исмаилом Гаспринским в квартале Кайтазага. Мы решили приурочить лекцию как раз вот к открытию этой школы. Исмаил Гаспринский на протяжении всей жизни утверждал, образование является основным средством формирования и благополучия общества. У него было много последователей, из которых выросли выдающиеся личности, такие как Сабри Айвазов, Решит Медиев. Наша съемочная группа поинтересовалась, что сегодня молодежь знает об издателе. Исмаил Гаспринский – это крымско-татарский деятель, просветитель. Он был учителем школы медресе, основатель газеты «Терджиман». Он очень много сделал для своего народа и вообще для всего мира, и поэтому молодежь должна стремиться к такому величию. Он был просветителем и решил сделать так, чтобы мусульманские дети тоже получали образование, и это было очень смело. Международное признание поставили Исмаила Бея Гаспринского в один ряд с великими мыслителями, просветителями и общественными деятелями. Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Неугасающий образ композитора. В библиотеке имени Исмаила Гаспринского прошло мероприятие, посвященное известному крымско-татарскому композитору Яя Шерфидинову. Со дня его рождения прошло уже 125 лет. С ранних лет он научился играть на скрипке. Вскоре получил музыкальное образование, преподавал, работал в Крымском радио. В Крымско-татарском театре писал музыку и тексты песен. Особое предпочтение отдавал народным песням. На его счету несколько сборников. Сегодня они полезны для преподавателей и студентов крымских университетов. На лекциях, посвященных творчеству, я даю своим студентам несколько его вокальных произведений. Они потом учат и поют. Много ли, мало ли, но они внесли свой вклад в нашу культуру. Яя Шерфидинов был очень открытым человеком. Вокально-хореографический ансамбль «Ахяр» не перестает удивлять. Коллектив прошел отборочный тур детско-юношеского творчества среди школ Нахимовского района. Теперь им предстоит состязаться с лучшими из лучших в городском этапе конкурса. О боевом настроении ребят смотрите в нашем следующем сюжете. Городского конкурса детско-юношеского творчества. Еще одна награда в копилке. Вокально-хореографический ансамбль «Ахяр» продолжает покорять танцевальные Олимпы. За плечами уже не одна победа. Мы выходим на уровень не только в Крыму, но и всероссийский уровень. Мы ездили в прошлом месяце в Сочи на приз Шершнева. Заняли там 3-е место. Достойно заняли, так как уровни были очень высокие. Я считаю, что мы заработали и честно заработали. На отборочном туре детского и юношеского творчества среди школ Нахимовского района ансамбль «Ахяр» представил 46-ю школу. В нем также приняли участие 6-я, 11-я, 31-я и 55-я школа. Среди такого калейдоскопа номеров «Ахяр» прошел на городской этап конкурса, за что лично их поздравил депутат Нахимовского муниципального образования Вячеслав Камзолов. Я так думаю, что это будет у нас постоянно в районе проводиться, потому что творческие коллективы должны мы знать о них, они должны побеждать. И наш Нахимовский район, я уверен, что достойно будет, так скажем, представлен на городском конкурсе. Красивые и плавные движения, прославленная утонченность крымско-татарских девушек. Сила и выдержка характеризуют мужскую хореографию. Парни ансамбля «Ахяр» исполнили для гостей традиционный танец «Чобан Оюна». 11-летний Севастьян Соловьев в ансамбле уже 5 лет. По его словам, крымско-татарский танец не схож ни с одним другим. Этим он и привлекает. Татарские танцы привлекают меня необычностью движений. На данный момент, в течение 5 лет, мы изучаем 3 танца. Это Майтальяр, Хоранова и Явлух Ойн.
Национальные крымско-татарские танцы и не только. Музыка и песни в исполнении ансамбля «Акьяр» поражают красотой и мастерством исполнения. Их творчество уже давно знакомо и полюбилось зрителю. Впереди у коллектива финальный этап, который состоится 16 апреля. Наджия Исаева, Сабрия Алимова, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет». Женщина достойна восхищения. Жительница Севастополя Вельмара Зиядинова в свои 87 лет не теряет задора и бойкости. О секрете долгой жизни она охотно поделилась и с нашей съемочной группой. Я старой себя не чувствую. Если кто-нибудь там скажет, ты постарела, я буду себя разглядывать, где я там постарела. Позитивная установка – вот секрет. Жительница Севастополя Вельмара Зиядинова на себе доказала: мысль материальна. Ко мне приходят, дети приходят, ко мне иногда приходят ребята. Правда, сейчас вот что-то давно нету, наверное, отдыхают. Вот. Я с ними занимаюсь, решаю задачи. Я очень люблю решать задачи по физике. А может, физика меня это так поддерживает. Вельмара Ханум – оптимист, всегда веселая, отзывчивая и никогда не любила сидеть на одном месте. Гимнастикой я занималась, на отлично училась. Вот. И еще я была секретарем комитета комсомола, такая вся активистка, даже на педсоветы я иногда ходила там отчитываться. Все это. Мне все это нравилось. За плечами у труженицы 47 лет трудового стажа, 45 из которых она проработала в школе учителем физики. Я хвостушка, была хорошая учительница. Дело в том, что я очень любила физику. Мне очень нравилась физика, и я с ребятами всегда работала так, чтобы дети полюбили физику. Связала свою жизнь с этой профессией по просьбе отца, который и сам был учителем с большой буквы. За все свои труды в области преподавания удостоился звания заслуженного педагога Узбекистана. Какие можно было давать звания, ему давали, потому что он работал, можно сказать, день и ночь. Нет, ночью он, конечно, спал, а так он очень много работал. Он был предан этому делу. Несмотря на свой солидный возраст, у Вельмары Ханум в глазах по-прежнему горит огонек. Жизненные испытания ее не сломили. А двое сыновей, как две опоры, поддерживают во всем. Наджия Исаева, Сабрия Алимова, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет». На Евпаторийской арене Крым торжественно открылся весенний этап чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019. Поддержать участников соревнования приехали исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, министр спорта Республики Крым Ольга Торобурова, президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха, представителя международной спортивной делегации. Я думаю, что вот те 4 года, которые 4, 5, 6, кто учится на каких факультетах, дает право, в первую очередь, ребята, мы уже говорили сегодня много, увидеть мир, познакомиться с теми коллегами, в первую очередь студентами из других городов, потому что пройдет время, и они точно вспомнят, что когда-то были вместе, когда-то добивались определенных результатов. И кто-то, я сейчас говорю, станет и политиком, кто-то пойдет в науку, но вместе когда-то они играли в футбол вот эти студенческие годы. После торжественного открытия соревнований команда КФУ сыграла со студентами из Казани. Игра завершилась дружеской ничьей. Крымско-татарский боксер из Крыма Артур Зиядинов выиграл бой в Монреале. Его соперником стал Михаил Людвичак из Польши. Решающим оказался 4-й раунд. Зиядинов одержал победу техническим нокаутом в 8-раундовом рейтинговом поединке. Первые 2 раунда были разведывательные, и после я попал ему хорошо по животу и ничего не стал придумывать, просто доделал начатое и остановил рефери поединок в 4-м раунде. То, что я всегда говорил, меня дома ждут с победой, и вот еще одна победа. Крымский лев готовится к следующему бою, он состоится уже в мае. На родине за поединками талантливого спортсмена следят и очень поддерживают. Это просто не передать словами, когда тебе сотнями людей письма отправляют с хорошими пожеланиями. Это огромная поддержка, и в то же время ответственность перед своим народом, и вообще перед фанатами моего бокса. Большая ответственность, и это дает определенные силы, которые заставляют делать то, что когда иногда не хочешь.
Ежедневно мы информируем о самых актуальных новостях Крыма. Если вас беспокоит проблема, либо есть социально важное достижение, сообщайте в нашу службу новостей по номеру и электронному адресу, который вы видите на своих экранах. Такими были события дня. Оставайтесь вместе с телеканалом Милет. Хорошего вечера.